каждое лето жители близлежащих кишлаков Зеравшанской долины поднимаются высоко в горы на Литовку. Родина, сладкая Родина. Туман, мы боимся. Тетя, можно мы вас поснимаем? Нет, нет, молоденьких снимайте. Мы еще останемся здесь. В конце августа уйдем отсюда. Разве в деревне не лучше? Здесь лучше. Лучше, чем в городе? Да. Почему? Здесь как курорт. А чем вы здесь занимаетесь? Коров доим, масло сбиваем, собираем дрова. Значит, вам нравится сюда приходить? Да не так уж. Приходится. В кишлаке трудно держать 5-6 коров. Мы приводим их сюда на пастбище. И нам приходится быть с ними. Что это ты снимаешь? Трудно здесь жить? Да, трудно. Может, лучше в кишлаке оставаться? В кишлаке то же самое. Жизнь в горах нелегка. В городе жизни лучше. Работы нет, денег нет. А здесь? Здесь мы можем продать корову или теленка, козу или ягненка, выращиваем урожай, продаем картофель. Когда яблоки поспевают, их продаем, сами едим. Дети ваши здесь выросли? Да. Ох, как льет. Хорошо, у вас есть шатер. Сами ее сшили? Да, сами шьем. Вот для этих ненастий и от солнца. Это что будет? Ковер садку, под ноги. А сколько надо козлов, чтобы соткать один ковер? А, много надо. Шерсть козлов, баранов. Этот шатер остался неприкрытый.
Козлов нет. Козленочек наш умер. У меня только один козел и один козленок. А остальное стадо шахадат. Сколько у вас детей? 6, 7, 8, 9 детей. Сколько внуков? Внуков целый мешок. Сколько вам лет? 58. Со скольких лет вы себя помните здесь? Давно, давно. Девчонкой? Нет, не девчонкой. Вышла замуж и потом только пришла. Я не здешняя. Я из кишлака Рудаки. Да. Огонь, огонь снимай. Меня не снимай. Как ваша жизнь прошла? По-всякому. Иногда хорошо, иногда не так, братишка. Муж жив? Да. Махманасим. Неужели не знаешь? А чем он занимается? В Пиджикенте работал шофером, а сейчас безработный. Вы полюбили его и потом вышли за него? Не полюбила и вышла. Как вышла за него, так и пожалела. Если бы сама выбирала, было бы лучше. А он сам вас полюбил. У него был дядя в Пиджикенте, вот он все и решил. Ей-богу, думала, хороший парень, оказался плохой. А кто дрова ломает? Сама. Где же ты был этим утром? Столько наломала. Надо трудом зарабатывать на хлеб. Что, как ваши жены, что ли? Мне 65. А сколько у вас детей? 8. Сюда меня привели, бросили, а сами работают внизу. Хочу, чтобы дети приходили, но они не приходят. Говорят, ты иди сама. Вот дочь Зулолу попросила побудь, помоги пару дней. Не осталось. Там внизу косит пшеницу. А что вы с этим молоком делаете? И йогурт. Из молока и йогурт делаем, и потом заливаем в бурдюк. А как припасаетесь для зимы? Зимой заливаем в котелки и сидим, едим. Но чтобы не испортилось, делаете курут? Да. Как его приготовляете? Сушим, ставим на камни. Здесь и сушим. А откуда зелень? Из кишлака приносят. А сколько лет этому шатру? Со времен дедушки, свекрови и свекра. Больше 100 лет. Сами строим. Мужчины приходят, все строят, привязывают балки и потом спускаются. Что с козой? Больна. Что будете делать? Зарежем. Может, выживет? Не знаю, вряд ли. Кормящая была. Как с козлятами теперь быть, не знаю.
И спросить некого. Эй, Муратбек, возьми тех козлов и приходи же. Коровы потерялись, телята тоже. Что делать? Меня не снимай, молоденьких снимай. Давайте наверх, пойдемте наверх.
Туман. Умрем. Все умрем. Родина. Родина сладкая. Туман все покрыл. Туман. Умрем здесь. Все умрем. Да где же наши телята? Где же наши коровы? Кто спрятал мои дрова? Жаль, не увидела того человека. Меня не снимай, молоденьких снимай. И так лето за летом, год за годом, поколение за поколением.